Глава Сбербанка Герман Греф предложил премьеру Михаилу Мишустину включить плату за вывоз твердых коммунальных отходов в единый платежный документ за услуги ЖКХ, чтобы увеличить собираемость платежей. Для этого он попросил Минстрой, Минприроды и Минфин рассмотреть возможность изменения федерального законодательства и подзаконных актов для централизованного выставления счетов населению и юридическим лицам за услуги ЖКХ, включая твердые коммунальные отходы. По данным Минприроды, из-за пандемии коронавируса платежи от населения и бизнеса за вывоз мусора резко сократились. За первое полугодие 2020 года дебиторская задолженность операторов выросла почти на 20%, а кредиторская задолженность на 3%. По данным Объединенного народного фронта, средняя собираемость платежей за мусор с начала 2019 года по май 2020 составила 79% от плановой. Более 80 операторов имели кассовые разрывы. При этом 9 таких компаний рисковали приостановить свою работу. Министерство труда прорабатывает все варианты возможного увеличения пенсий работающим пенсионерам. Решением вопроса занимаются все заинтересованные стороны. Предложения по возврату индексации пенсий были направлены правительству давно, но решение будет приниматься исходя из возможностей бюджета, отмечают эксперты. Предложения предусматривают два варианта. Это единовременная индексация пенсий всех работающих пенсионеров, либо поэтапная. Пенсия для работающих пенсионеров не индексируется с 2015 года. Не предусмотрена она в бюджете Минфина и на 2021 год. Ряд политиков считают такое положение дел неправильным. Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока для получения неиспользованной в текущем году компенсации пенсионерам Крайнего Севера за оплату стоимости проезда к месту отдыха на 2021 год. Постановление предполагает, что компенсацию за оплату стоимости проезда, неиспользованную в этом году, можно будет получить в следующем. Отмечается, что речь идет о неработающих гражданах, получающих пенсию по старости или инвалидности. Раз в 2 года за счет федеральных средств им возмещается стоимость проезда к месту отдыха и обратно. Если пенсионер за это время не обращался за компенсацией, ее выплата не производится, говорится в пояснительной записке. На фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, россияне получили возможность выгодно продать квартиры. Это объясняется уменьшением объема предложений, отмечают аналитики. Причем предложений стало меньше как на первичном, так и на вторичном рынке. Эксперты также отметили, что не менее выгодна сейчас и покупка жилья. Дело в том, что увеличился процент тех, кто пытается продать квартиру побыстрее. Такие люди хотят успеть приобрести новое жилье по льготной ипотечной ставке. Кроме того, сейчас квартиры прекрасно окупаются, считают специалисты в сфере недвижимости. С учетом средней динамики роста цен на квартиры, ставка по ипотеке оказалась ниже, чем среднегодовой прирост стоимости. Правительство России одобрило проект распоряжения о выделении в 2020 году дополнительных средств из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Средства поступят в Минтруд для предоставления субсидий бюджетам субъектов России. Проект правительства позволит в полном объеме обеспечить такие выплаты в 2020 году. Ранее сообщалось, что с 2021 года размер ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет будет увеличен до регионального прожиточного минимума, при условии, что среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу сравняться с прожиточным минимумом. На данный шаг будет выделено дополнительно почти 95 миллиардов рублей.